Итак, друзья, я с большим, можно сказать, пиететом, волнением вспоминаю 2023 год, конец 2023 года. И в самый канун нового 2024 года как-то встретил я Петю Акимова, Петра Семеновича Акимова, который работает методистом в ресурсном центре «Юные якутяне». Большой энтузиаст вовлечения молодежи, детей в дело туризма. И поговорили мы с ним о вещах, которые на самом деле приятно слуху, и не только всех тех, кто учился в советской школе. Да? Помнится, в советское время турслетили все, начиная там класса с 4-5. Вся эта мания, все это увлечение проходило лишь накануне выпускных экзаменов. Я это абсолютно точно помню. Школьные классы, команды школ, команды районов, производственные коллективы, студенческие группы турслетили везде и всегда. Потому что Якутия — это изначально без навыков туризма, без навыков нахождения на природе здесь просто не обойтись. Любая семейная вылазка по грибы, по ягоды – это приключение, это туризм. Сами посудите. Это нужно иметь соответствующий транспорт в должном состоянии, да? Нужно знать местность, нужно ориентироваться, нужно знать пути заброски, пути отхода. Нужно знать просто грибные, ягодные места. Рыбные тоже. Вообще любые те, которые с детства привыкли находиться в лесу, быть с природой на «ты», у тех затем потом в жизни, ну, скажем так, не то чтобы успехов, а все получается лучше, чем у тех, которые, ну, скажем так, не так привычны в лесной среде, не знают, что такое холод на трассе и так далее. Вот, и Петр Семенович сам воспитал энное количество людей, которые вовлечены в спортивный туризм. Спортивный туризм – это все то, на чем основывались вот эти вот турслеты советских времен. Это и там палатку поставить, разжечь костер, переправу по веревкам сделать параллельные. Даже были моменты, чтобы преодоление водных рубежей и так далее. Как рюкзак на что положить, чтобы вещи оставались сухими и так далее. И все это дело мы обобщили в положение о проведении соревновательной части программы «Турслет всей семьей». Помнится, мы сели с представителями Федерации спортивного туризма, Василий Местников был, с федерациями скалолазания и альпинизма, Алексей Климентьевич Семенов, и пришли к общему и на самом деле неоспариваемому мнению, что дело правое и высота будет покорена. Вообще, экстремальное шоу, которое основывается на преодолении каких-либо преград, это всегда зрелищно, это всегда увлекательно, это всегда любопытно, как те или иные люди, которые, ну, на самом деле в нашем случае не имели никакого отношения к туризму, к скалолазанию, будут преодолевать те или иные преграды. Бросили клич и сделали условием таким, чтобы потом не оказаться с тем, чтобы не выпустили на трассу там заведомо больных людей и так далее. Прошли медосмотр в Центре спортивной медицины. Огромное спасибо Кюне Николаевне Назаровой за то, что в условиях проведения зимней спартакиады она оперативно решила вопрос вот прохождения семьями участников первого сезона медицинской комиссии. И сдали семьи нормы ГТО. ГТО, то есть, послужил каким-то входным билетом на первый сезон.
Мы помним, что первый сезон сделали довольно сложным, сделали разбивку на 2 сезона, зима и лето, потому что навыки зимнего нахождения, навыки нахождения зимой в лесу, они в корне отличаются от навыков нахождения в лесу летом. Да? То есть летом это и водные рубежи, это и какие-то лагерные вещи, плюсом к этому еще и навыки даже борьбы с кровососущими насекомыми. Да? Ну и в итоге в марте 2024 года мы отсняли зимний сезон, в котором приняли участие Филипповы, Ксенофонтовы, Таврат, Козловы и Андреевы. 4 семьи. Семья Андреевых, Хангаласский улус, отец Джулустан, 43 года, руководитель единой дежурной диспетчерской службы, мама Любовь, 41 год, специалист по профориентации, сын Айтал, 14 лет, ученик 8 класса средней школы номер 2 города Покровска. Семья Филипповых, Алекминский район. Станиславу 42 года, маме Альбине 36 лет. Работает преподавателями в техникуме. Сын Валентин 15 лет, школьник. Всего в дружной семье Филипповых 5 детей. Представляем семью Козловых. Мама Мария, 35 лет, студентка Якутского музыкального колледжа, отделение «Музыкальное искусство эстрады». Папа Артур, 37 лет, специалист по сопровождению офисов Сбербанка. Сын Святослав, ученик 9 класса школы номер 26 столицы республики. Младшей дочери семьи Козловых Анне 7 лет. Завершили наши участники установочный день на скалодроме в школе номер 2, где основной инструктор конкурса, старший тренер сборной республики по скалолазанию Олег Сайфулин ввел в курс дела всех без исключения участников, включая детей, сделав главный акцент на обеспечении безопасности. 3 размера, М-ка, С-ка и Л-ка, соответственно. Далее все участники выполнили небольшой практикум, выполнив под четким руководством Олега Викторовича каждый по одному спуску. К слову, почти никто из зимней группы раньше не сталкивался с высотным делом, разве что на аттракционах. Тем интереснее было услышать живые эмоции наших участников. Спустился, думаешь? Ага. Ощущение как? Ощущение первый раз, да. Ну, сложно, кажется. Снизу смотришь, как-то легче все. А сам наверху уже спускается, тяжело. Я уже потел. Ага. Смотри, а там на земле, скажем так, когда будет снег, уже песок и так далее, сможешь? Ну, сможем. Сможете. Ну, дети умеют. В принципе, да. Ага, дети умеют. Безопасность обеспечивается. Легко, кажется. Такого нет ощущения того, что вот сейчас вот-вот и Ага. Вот. Ну, первый раз, да. Светлана готовится. Она тоже вот первый раз спускается. Ну, Эдуард? это Эдуард, они дети все школы Ходили. в табаке ходят. Ага, они более интерес есть. Ага, Более привычно. фантазия есть, понятие. А мы-то вот с женой первый раз вот это одели, карабины вот эти. А во, молодец. Аннен? Во, ай, молодец. Помогайте друг другу. Даже если вы видите, что соседняя команда по каким-то причинам, ну, кому-то стало плохо, например, да? Или кто-то вот сел и не может идти. Вы обязательно помогите, подойдите. Все остальное потом. Главная помощь, главное ваше здоровье, да, и жизнь. Ага, вчера был. Нет, так не все, вязкие все, что... Сразу там нормально все. Друзья, ну что, турслет начался, сегодня уже мы в полях. Впрочем, мы будем в течение 2 дней производить съемку. И здесь мы в окрестностях Урдель-парка. Здесь очень много интересных локаций. Ну и прежде чем... Я даже слышал лай собак, которые нам тоже сегодня пригодятся обязательно. Вот,
сейчас будет построение, будет жеребьевка и, соответственно, начнутся первые испытания участников. Бедное правое переднее колесо. Итак, а мы в пит-стопе начинаем ставить и затягивать. Мы видим, как они дико несутся вперед. Они просто скрылись за горизонтом, друзья. Снежная пыль только видна. Здесь важна, да, не только семья, еще и семья собак. Интересно, надо было узнать, какое расстояние проходит. Да, ну, я думаю, что достаточно, чтобы успели прочувствовать всю прелесть гонок на собаках. Вот здесь уже я жалею, что мы не участники с Русланом, мы бы сейчас Хотелось бы, прокатились, да, но в другой раз. Главное, чтобы наши участники прочувствовали все это, весь этот драйв. Да-да-да. Как хорошо идут собаки, просто прелесть. А вы посмотрите на каюров. Это опыт, друзья, это просто зрелище, супер. Иха, финиш! 7 минут 05:80. Командам предстоит определить при помощи компаса направление заранее определенной точки визирования на один из заметных ориентиров в метрах в 500. Чем больше отклонения от правильного азимута, тем меньше балл. Тут мы столкнулись с тем, что жидкость в компасах замерзла и потребовались определенные манипуляции. Итак, у нас началось испытание одной из самых сложных. Это первый участник первой команды переходит ущелье. А здесь, чуть-чуть в лесочке, на спуске, уже семьи готовятся к следующему этапу. Такой полевой этап, где им предстоит развести огонь. Развести огонь в мороз. Погнали! Все, семья Ксенофонтовых ровно через 2 минуты после старта. Так, все, готовимся. Сейчас пройдет минутка. Мы здесь не только соревнуемся, ребята, не только соревнуемся здесь, мы еще и учимся. Важно, чтобы вы отсюда вынесли что-то полезное, которое в жизни потом пригодится. Выходим на старт, чуть-чуть растянемся, не мешаем друг другу на старте, чтобы веревочки не запутались. Итак, готовы? Даем отмашку на старт на счет 3. 1, 2, 3. Пошли! Также очень быстро начинается восхождение. Да, с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Но, тем не менее, это не останавливает их. Смотрите, как быстро они все преодолевают эту дистанцию. Бесшумно, да? Мощно. Ваши впечатления от аттракциона? Было страшно. Любопытные очень семьи у нас участвовали. Чего взять? Взять вот семью Ксенофонтовых только, да, в первом сезоне. Наряду со своими детьми семья социального работника и сотрудника правоохранительных органов воспитывает еще и вдвое или втрое больше приемных детей. Семья Ксенофонтовых, Хангаласский улус. Владислав, 43 года, работает в правоохранительных органах. Светлана, 42 года, социальный работник. Сын Эдуард, 15 лет, учится в школе, участник движения первых. Всего в семье Ксенофонтовых 9 детей, 7 из них приемные. Здравствуйте, мы семья Ксенофонтовых с Хангаласского улуса села Актенцы. Меня зовут Владислав Владимирович, а моя супруга Светлана Давыдовна и наш старший сын Эдуард Максима. Вот еще сын младший Айлан и Сашенька, младшая дочка. Мы решили участвовать в турслете с нашим сыном Эдуардом, потому что мы хотим ощутить вот это вот туристическое настроение, да, и энергию. Ну, нам очень интересно.
благополучно отсняли зимний сезон, и наступила очередь летнего сезона, который мы отсняли в живописнейших скалах Еланки. Там очень подготовленная инфраструктура, если можно так сказать. Там трассы высотников, которые не надо готовить, которые снабжены уже там устройством безопасности и так далее. Отсняли 3 семьями летний сезон программы «Турслет». Не зря я нахожусь около того дерева. Здесь, видите, у нас делается один из этапов, который предстоит завтра уже нашим участникам преодолеть. Такая вот канатная дорога, которая проходит через овраг. Ну что ж, друзья, я начинаю выполнять потихоньку нормы ГТО. Еще 2 забега с 2 командами, и я претендую на золотую медаль. Итак, первый участник команды выходит на дистанцию. Конечно же, первым всегда сложнее. То есть это, во-первых, ответственность, во-вторых, это, ух ты, смотрите, как быстро и динамично он начал дистанцию проходить. Грамотный инструктаж, грамотно налаженная трасса и активная физическая форма, настрой участников – вот что залог прохождения. Можно развернуться в другую сторону. Друзья, итак, у нас очередное испытание. Испытание называется «Дорога». Как мы видим, дорога действительно присутствует. Сейчас у участников происходит жеребьевка, а суть испытания заключается в том, что команда из 3 человек, мама, папа, ребенок, должны будут протолкать, протянуть, протащить машину на определенное расстояние. На старт! Внимание! Марш! Итак, 3-я команда приступила к исполнению этого непростейшего задания. Самое главное, что ветер попутный, они катят попутно. Автомобиль так. Последние метры и 1, 2, 3. В Покрафт. Запрыгивает в Покрафт. Здесь они должны были красиво запрыгнуть, но это тоже очень здорово получилось. Смотрите, да, здесь довольно мелко у берега, поэтому есть определенная сложность столкнуть судно на воду. И вот это у них получается. Все, они в седле, если можно так выразиться. И первое испытание — обогнуть камень в воде. Остальные идти против течения и против ветра, да, прекрасно гребут. Остальные участники, наблюдайте, смотрите, ведь первым всегда сложнее. Смотрите, как это происходит. Слушай, ну они даже... Да, я думаю, просто да, можно участвовать в каких-то заплывах командных. Итак, отсюда мы будем наблюдать, как будет осуществляться их спасение. Самый ответственный момент. И 1, 2, 3, опа! Прекрасно, да, использовано весло, но с первого раза. И смотрите, как он быстро их затянул. Итак, второй участник. Все. Осторожно, главное действительно не превратить мнимого пострадавшего в настоящего. Итак, финиш 3-й команды. Время зафиксировано. Кладем, шины не снимаем и приступаем к разбору полетов. Здесь уже фиксация нормальная. Шины 2 штуки. Это уже хорошо. По коленным суставу как раз пошло. А должно быть вот здесь и вот здесь. Ножки здесь по шее. Отшагиваем. Да, отлично. Все, ножки оставляем на месте. Ножки прямые, да. Все, теперь аккуратненько шагаем. Ну, впечатление, конечно, море. Очень интересно, особенно вот эта отвесная скала. Не думал, что даже вот этот вот подъем, самый первый, так тяжело дастся. Реально очень тяжело. Спускаться все-таки полегче как-то мне, ну, лично мне. Вот. А так, очень понравилось, очень. Мне это испытание понравилось, но я бы не сказала, что оно сложнее, чем веревки. Веревки были сложнее для меня лично. А по сложности, да, вот веревки были сложнее, а здесь, в принципе, все, инструкторы все четко говорят, подсказывают, поэтому очень даже нормально. Так, у нас есть профессиональный скалолаз. Как тебе? Не страшно, не очень высоко.
Подъем был легкий. Вот, что страшно было, это отравис. Кажется, на таком огне уже даже можно жарить дичь. Настолько мощный костер получился, что недалеко можно смотаться и немножечко, да, сделать жареного мяса. Так, пузырей пока еще нет, но они, да, начинаются. Возможно, через буквально минутку. Так, здесь у нас тоже кипит. На самом деле очень быстрое приготовление. Просто все надо вместе накидать, распробовать приправы, ну и все. На самом деле, как второй раз закипело, так уже готово. Поэтому очень удобно готовить в полевых условиях. Рыба красная, да? Рыба красная. Мало в каком ресторане такой. Попробуй. Ваня, я вкусно. Вкус, вот я отметил. Я думал, что еще? Это либо сыр, либо сливки. Я вот боялся попасть в просак. Вот и завершается наш телевизионный цикл «Турслет всей семьей», где 7 команд выполнили сложнейшие задания зимнего и летнего сезонов, проявили себя как опытные туристы, смогли сплотиться и стать чем-то большим, чем просто семья. И в конце было все награждение там по сезонам и так далее, но мы не выполнили одного обещания. Мы не выполнили обещание такого, что победитель зимнего сезона встретится с победителем летнего сезона. Просто не хватило времени. Потому что организация всех этих съемок, организация вот этой экспедиции, а наши съемки проходят именно в условиях экспедиции, дело довольно затратное, хлопотное и такое ресурсоемкое. Поэтому в мае 2025 года я собирался в рамках проекта «Турслет» отснять каких-нибудь блогеров, которые бы демонстрировали или учились каким-то навыкам нахождения в условиях дикой природы. И в это время мне позвонили с Министерства труда и социального развития и сказали: Аргунов, ты не обнаглел ли в конец? Ты же обещал прилюдно в эфире «Турслет всей семьей» сезон 2025 года. Я с очень большой радостью хочу сказать, что участники «Турслета всей семьей» 2024 года могут передать привет участникам «Турслета всей семьей» 2025 года, потому что коллеги наши из Министерства труда и социальной защиты, они практически уже объявляют вот этим выпуском набор участников для республиканского конкурса «Турслет всей семьей 2025». Поэтому можно этому моменту просто порадоваться. Давайте мы поаплодируем будущим участникам Турслета 2025. Да, мы ждем их, ждем новых приключений. Трассах, да. И решили мы выпустить на челлендж некий сделать победителей зимнего сезона прошлого года, выпустить новую семью Солкиных. Тоже очень любопытная семья из Томмот. Томмот вообще у нас в телекомпании курируемый населенный пункт, мы с ними очень дружны. И в Томмоте вот мы познакомились с семьей Солкиных. Кузнец самоучка, исповедует какие-то там традиционные совершенно вещи, типа закаливания детей и так далее. И семья Солкиных с радостью согласилась. Они участвовали, кстати, в конкурсе, опять же, Министерства труда, «Отец года», призеры. И хочу отметить вот что. Во всех этих начинаниях, которые в рамках семьи у нас проводятся, у нас мало в каком формате задействована семья полностью. То есть, если у нас есть соревновательный этап, там, «Отец года», где сын с отцом выполняет какие-то там задания, наколоть дров, там, типа распилить бревно, в соревнованиях матерей и дочерей исключается отец, то есть выполняются какие-то сугубо женские соревнования, то в формате «Турслет» всей семьей подключается семья целиком. Единственное, у нас условие было, что участвует один из детей, и который должен подпадать под возрастные
под возрастные требования.